Руководителю Национальной родительской ассоциации России Алексею Гусеву проводят ознакомительную экскурсию в Центре непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Заглядывают в творческую мастерскую детей. Поделки, выполненные бисероплетением и вышиванием, соседствуют с произведениями юных мастеров столярного дела. Далее комната матери и ребенка, игровые и учебные классы. Гостям рассказывают о проделанной работе и о достижениях центра. У нас же сейчас дополнительный корпус выделен в Назрановском районе. Там у нас открыто отделение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Также у нас свой медицинский блок со своей лицензией, своими врачами. То есть у нас вот эта работа организована вот в цепи и до конца. И сейчас мы прорабатываем вопрос, буквально вот мы должны завтра, да, у нас встреча идет с швейной фабрикой, со спец-АТП, со строительной компанией «Транссервис». Мы будем с ними прорабатывать вопрос трудоустройства наших выпускников, детей с ОВЗ, которые у нас выпускаются, и чтобы эти дети дальше уже могли найти себя в жизни, чтобы они уже были в специальности в работе. В коррекционной школе обучаются и одновременно проходят лечение более 200 детей с разными диагнозами, задержкой психоречевого развития, ДЦП, синдромом Дауна и другие. Подход к особенным детям требуется также особенный и всесторонний, отметил Ахмед Сычоев. Гости впечатлены организацией работы центра, а главное – всесторонним подходом к детям. Они фотографируют стенды, общаются с педагогами. Встреча плавно перетекает в официальную, когда вручают удостоверения новым членам регионального отделения Национальной родительской ассоциации. Беков Хасан Курейшевич, да? Да. Руководитель Центра непрерывного образования рассказал собравшимся, непростая эпидситуация внесла ряд коррективов организации работы Ингушского отделения Национальной родительской ассоциации. Но, несмотря на это, по словам Ахмеда Сычоева, они стараются внести полезные новшества, чтобы наладить контакт между родителями, детьми и школой, стать центром соприкосновения сторон. Озвучил идеи и для успешной реализации намеченных планов. Такое предложение было об организации на региональном уже уровне, и чтобы эта практика она прошла и в другие регионы. Внедрение системы психолого-педагогической диспансеризации наших обучающихся всей республики. Почему? Объясню. Потому что это вообще это возникло не просто так. В советское время эта практика, она существовала. Но у нас были проблемы. Это Казань, это другие аналогичные случаи. Это Крым, где у нас ученики вышли с оружием, дети, которые относились, можно сказать, к группе риска, но они не знали. Если будет проводиться психолого-педагогическая диспансеризация детей, мы не сможем на ранней стадии выявлять этих детей и начинать с ними работать. В 2021 году в Ингушетии создано региональное отделение Национальной родительской ассоциации. Сама организация призвана объединять активных родителей со всей страны. Задача – помочь им стать полноправными участниками системы образования. Самый главный результат, который мы ожидаем от всех наших действий, это более активное, заинтересованное участие родителей в воспитании и в обучении наших детей. Мы все должны понимать, что без этого участия, без понимания без понимания со стороны родителей того, что происходит в школе, не просто как твой ребенок учится, а в целом процессов, которые происходят в современной школе, без нашего родительского участия в этой важнейшей составной части жизни ребенка, мы, конечно, в дальнейшее развитие образования двигаться будем тяжело и долго. Алексей Гусев на встрече с местным активом организации в большей мере обсуждает достижения прошлого года. В завершении встречи руководство центра выразило Алексею Гусеву благодарность за вклад в развитие системы родительского просвещения, а также социально-общественную деятельность, направленную на поддержку семей и защиту семейных ценностей. Алексей Владимирович и Елена Анатольевна, мы рады вас видеть у себя в гостях. Это не первый ваш визит. И мы рады, что, будучи на Кавказе, вот с такой очень хорошей миссией, вы сегодня находитесь в Республике Ингушетия. Я рада, что сегодня собрался, пусть не весь коллектив, но основной костяк
который с нами работает. Адам Мережков, Хамзат Халухоев. Новости 24.